Society создала два прототипа марсианских станций. Одна в Дьюти находится, другая в Арктике. Какая цель этих станций? Изучить, что будет необходимо для жизни на Марсе, как можно будет работать там, взаимодействовать с людьми. И на такие станции приезжают инженеры, ученые, популяризаторы науки, космоса со своими проектами, живут 2 недели, из которых 11 дней – это режим симуляции. Что это такое? То есть вы не можете выйти наружу, вот как в обычной одежде, только в скафандре. Правда, там не кислород, но прогоняется ветер снаружи и внутрь, воздух, точнее, вот, вентиляционная система. Есть только сублимированная пища, то есть это сухая, мы ее вымачиваем и дальше готовим. Либо то, что мы успели вырастить в оранжерее. И следить за потреблением воды и электричества. Ну, душ мы там очень редко принимали, нас ученицы поставили влажные салфетки. Я там была с интересными ребятами, это геологи, биологи, инженеры из Америки, Франции и Канады. Вот, была единственной девушкой, это абсолютно ничему не мешало. Мы все движимы одной целью, это освоение космоса, поэтому было замечательное время. Вот как раз здесь можно увидеть, как мы жили. И для чего вообще эти станции? Например, наш инженер Иэн изучил все изъяны в конструкции станции и предложил свои улучшения. То есть каждый новый человек может усовершенствовать план станции, который будет на Марсе. Или сейчас там находится врач Сьюзен Джевел, который имитирует операции с использованием хирургических инструментов, сделанных на 3D принтере. И вы знаете, достаточно было 2 недель, чтобы выйти в реальную жизнь совсем другим видением мира и понять, что действительно человека делает счастливым простые вещи, такие как горячий душ, свежие овощи, фрукты и свежий воздух. Вот. Действительно, это было 2 недели счастья, поэтому если у кого-то депрессия или еще что-то, я советую отправиться туда. Это замечательно. Ну и самое главное, не переставать мечтать, вот, и не терять время на бездействие. Ну и, конечно, после такого опыта мне не терпится начать тренировки уже по программе Mars One. Как это все будет происходить? Сейчас вот расскажу вам подробный план. В 2016 году начинаются тренировки, в 2020 году отправляется первая демонстрационная миссия, куда будет входить коммуникационный спутник и спускаемый аппарат для проверки солнечных батарей. Это будет выполнять компания Lockheed Martin, которая сотрудничает с НАСА. В 2022 году запуск спутника связи по орбите вокруг Солнца и запуск марсохода с прицепом, который должен будет подобрать наиболее подходящее место для будущего поселения. В 2024 году запуск 6 грузов, это 2 жилых блока, 2 блока системы жизнеобеспечения, 2 грузовых. Они в 2025 году приземляются. Марсоход перетаскивает на прицепе эти модули друг к другу, подключает, раскрывает солнечные панели и активирует энергопитание и систему жизнеобеспечения. То есть к моменту прилета людей там уже должен быть кислород. В 2026 году на орбиту Земли запускается транзитный модуль, спускаемый аппарат и 2 ракетные ступени со сборочным экипажем. Это все собирается в течение 6 месяцев. Потом сборочный экипаж сменяет уже марсонавты будущие. Проверяются все системы на Марсе и на корабле. И мы отправляемся к Красной планете. В 2027 году мы прилетаем. Еще забыл сказать, в 2026 году также отправляются грузовые модули для 2-й команды. И когда мы приземляемся на Марс, через несколько месяцев прибывает также грузовой модуль для следующего экипажа. Мы их всех подключаем между собой, настраиваем оборудование, проходим акклиматизацию, вот, и начинаем работать. Но в 2029 году следующие 4 человека
прилетают, и так каждые 2 года. Но обещают, что к 1937 году на Марсе будет 20 человек. Так что мы не будем там одни. По технологиям.